Здравствуйте, ребята! Тема урока «Золотой дождь». Сәлеметсіздер ме, балалар? Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі сабақтарды да салатын боламын. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліңіздер. Упражнение первое. Прочитай каждое слово справа налево. Начни со слова номер 1. Осенью листья летят. Это идет листопад. Запишите. Что ты знаешь об этом явлении? Что такое листопад? Послушайте текст, рассказ «Золотой дождь». Все лето листья подставляли солнцу свои ладошки, и до того они нагрелись солнцем, что к осени стали похожи на него. Они стали багряными и золотыми. Подул осенний ветер, и полетели листья, как птички, запрыгали, как белки. Зашумел в лесу золотой дождь. Это осенние листики полетели, закружились, закачались, зашуршали, зашептались. Они говорили о том, что листопад похож на золотой дождь. О каком природном явлении ты узнал из текста? Конечно же, это листопад. Что делали листочки, чтобы к осени стать похожими на солнце? Они подставляли солнцу свои ладошки. И до того они нагрелись солнцем, что к осени стали похожи на него. Почему листья полетели? Зашумел в лесу золотой дождь. Это осенние листики полетели. Подул осенний ветер. И полетели листья, как птички, запрыгали, как белки. Они стали багряными и золотыми. Какие действия происходили с листиками во время листопада? Осенние листики полетели, закружились, закачались, зашуршали, зашептались. Запиши эти глаголы в тетрадь, укажи и время, и вид. Полетели, закружились, закачались, зашуршали, зашептались. Это все глаголы прошедшего времени с суффиксом «л». С чем сравнил автор рассказа «Осенние листики»? Осенние листики они похожи на золотой дождь, на солнце еще похожи. Найди в справочниках интернете значение слов багряный, багрянец. Багряный значит темно-красный. Составь рассказ по картинке. Работаем в парах. Используйте вопросы. Когда начинается листопад? Листопад начинается осенью. Что происходит с листьями на деревьях? На деревьях листья желтеют и падают. Как они летят? Они шуршат, кружатся, падают, летят. На что или на кого они похожи? Они похожи на белок и птиц, когда летят. С чем можно сравнить листопад? Листопад похож на золотой дождь. Александр Сергеевич Пушкин и Абай любили время года осень и написали много стихов о ней. Унылая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса, люблю я пышное природы увядание, багрянец из золота одетые леса. Сұр бұлт, түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан, білмеймін тойғаны ма, тоңғаны ма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Назови жанр этих произведений. Конечно же, это стихотворение.
Что общего в стихах Пушкина и Абая? Они красочно описали осень. Какие слова используют поэты в описании осени? Выпишите их. Унылая пора, прощальная краса, природы увядание, погрянец из золота одетые леса. Сор түсі суық, дымқыл туман. Выучите стихотворение любое наизусть. Выпиши слова, написание которых расходятся с произношением. Под ногами, листопад, желтые. Произношение этих слов, ребята, расходятся с написанием. До свидания, ребята. До следующих встреч.